Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Исянмесіз, хөрмәтле дуслар! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем готовить оригинальные вкусные татарские блюда. И сегодня мне в этом поможет ведущая актриса татарского театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Гульназ Галимуллина. Гульназ, я тебя вижу, выходи. Здравствуйте. Исянмесіз. Исянмесіз, қадірлі тамашашылар. Руслан, я знаю, что тебе обычно дарят подарки. Вот тебе от меня подарок. Думаю, тебе в кухне пригодится. Рахмет, действительно, эти замечательные кухонные аксессуары не помешают даже нам. Рахмет, спасибо. Гульназ Галимуллина, актриса Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Родилась 7 июля 1988 года в село Балтаси Балтасинского района Республики Татарстан. В 2009 году окончила Казанское театральное училище. В театре Кариева работает с августа 2009 года. Ею сыграно большое количество ролей, в том числе Герда в «Снежной королеве», Сарвар в «Башмачках», Фатима в «Алхимике», Галия-Бану в одноименной пьесе «Файзи». Также Гульназ Галимуллина снимается в кино и телесериалах. В феврале этого года состоялась премьера нашумевшего короткометражного фильма «Айсылу» режиссера Рустама Рашитова. В этом фильме Гульназ исполнила главную женскую роль. Также в апреле на телеканале ТНВ состоится премьера телевизионного сериала по произведению Абдурахмана Абсалямова «Ах, Шашаклярь» «Белые цветы», где Гульназ исполнит роль Диляфрус. Гульназ, расскажи, пожалуйста, какие вот ты продукты сегодня приготовила и что же это за рецепт? Так, первым делом мы с тобой приготовим тефтельки в томатном соусе. Гарниром у нас будет картошка и салатик татарский. Вот так вот. Я бы даже сказал, меню не совсем для юного зрителя. И салат, и второе. Давай начинаем со второго. Берем мы с тобой лук, шинкуем. Для фарша? Да, для фарша. Ну, а я шинкую картофель. Гульназ, ты у нас представитель Балтасинского района. Прям в самих Балтасях родилась? Да. И, я так понимаю, любимое балтасинское блюдо – это каша из топора. Балта – это топор? Или ты все-таки на других татарских блюдах выросла? Расскажи нам. Я, конечно, выросла на мантышках. Да, мы часто готовим манты. Известные балтасинские манты? Да. Какая начинка? Ты знаешь, манты ведь готовят с разными начинками. С капустой, с фаршем, с картошкой, татарский вариант. Как я знаю, истинные манты должны быть только из мяса. Да? Но мы обычно добавляем немного капусты и картошку чуть-чуть. Чем больше, говорит, зарабатываешь капусты, тем больше мяса в манты. Молодец. А здесь, в Казани, вот вообще время бывает готовить? Или все-таки съемки, театр, подружки? Ну, для готовки я, конечно, всегда найду время, хоть до 3 ночи. Но съемки, ну, конечно, занимают много времени, но для семьи время остается. А что ты любишь кушать? Вот не готовить, а кушать? Расскажи, поклонники будут приносить тебя в театр. Я, конечно, люблю очень овощи и фрукты. Вот так вот, овощи и фрукты. Тем более, если все мясо съедает муж. Да. Гульназга остается только овощи и фрукты. Так, что еще нужно в фарш добавить? Соль, перец и яйцо. А, для чего яйцо тогда? Чтобы фарш не развалился. Все, закончил, молодец. Теперь добавим 3 зубчика чеснока. Сюда же? Сюда же. Так. Соль, перец и растительное масло. Подсолнечное масло, Да, растительное масло. Да. Расскажи нам, пожалуйста, Гульназ, как из замечательного города Балтаси ты перебралась в Казань?
Чья была идея все-таки? Вот, или у тебя мечта была стать актрисой с детства? Нет, это была мечта не с детства. Я когда училась в гимназии, у нас был театральный кружок. Это еще в Балтасях? Да, это в Балтасях еще. Ага. После того, как я окончила 11 класс, мой учитель по кружку сказал мне то, что у нее мечта, чтобы хотя бы один ее ученик поступил в театральное училище. И я решила поступать. Исполнить мечту учителя? Да. Молодец. Но у меня мама была против. Она хотела, чтобы я поступила... Медицинский? Нет, психолог. Почти медицинский. Я сказала, давай тогда я сначала отучусь для тебя на психолога, а потом отучусь для себя. То есть сейчас ты психолог и актриса? Нет, сейчас я просто актриса. А, то есть на психолога так и не выучилась? Нет, мама сдалась. Сдалась. Ну, какая твоя вот любимая роль из детства? Можешь нам поделиться? Вот в детских спектаклях, наверное, принимала уже участие? Да, Петрушка. Петрушка иностранец. Ну, то, что мне запомнилось больше всего. А какие все-таки те роли больше нравится играть? Комедийные или такие драматические? Драматический. Драматические? То есть Петрушка в детстве настолько надоел, что уже с возрастом потянуло к драме. Да. Так, чеснок у меня готов. Ложи сюда. Мы сначала будем делать маринад, да, для картошки? Так, чеснок и немножко подсолнечного масла. Да. Соль положу. Соль, перец сейчас. Я также предлагаю добавить 2 замечательные приправы. Это молотый базилик. Так, очень популярный в Казани. Ага. И теперь уже в Балтасях после нашей программы. И вот этот замечательный ароматный... Розмарин. Правильно. Но розмарина много нельзя. Буквально пару щепоточек. Так, а ты добавляешь у нас? Яйцо. Гульназ, давай вспомним, как же ты все-таки покоряла Казань. Вот во время поступления в Казанское театральное училище были какие-то, может, проблемы? С первого раза не прошла? Прошла. Прошла с первого раза? А какую роль или какое стихотворение ты читала, или песню, может, спела? Чем покоряла жюри? На вступительных мы и пели, и танцевали, и рассказывали басни, прозы. Кстати, Гульназ, пока ты задумалась, я думаю, ты сейчас выбираешь ту песню, которую же ты хочешь исполнить для наших зрителей. Песня называется Тен ярасы. «Тянь ярасы». Тен ярасы сызласа да туктый, жан ярасы hiç de жүйленмей сызлануны басар үшін керек сүйген ярың бәғір кисәгің шунысыз тұрмыш жүйленмей. Я даже на секунду сфантазировал, как под эту песню ты в городе Балтаси готовишь манты, поешь песни, и в итоге очутилась в Казани. Кстати, откуда эта песня? Вот? Эта песня у нас со спектакля «Зайтунекей», спектакль Раббита Батуллы. Я там играю роль Зайтуны. Это спектакль у нас про жизнь Тукая, про ее возлюбленную Зайтуну. А какие вот из постановок сейчас вот татарского тюза тебе более приятны? Вот, знаешь, ближе, может быть. У нас очень много спектаклей, и они все очень хорошие. В основном, мы сейчас, например, играем Галябану, Башмагам, Эйталь Кубаляк. Вот у нас недавно состоялась премьера. Кстати, вот зритель, который еще ни разу не посещал татарский театр юного зрителя, куда ты их приглашаешь? Где ваша площадка? Сейчас мы находимся в новом здании «Акиет». Наши спектакли проходят на 1-м этаже. Все, кто желает к нам прийти, добро пожаловать. Не пожалеете, друзья! Гульназ, картошечка у нас готова. Отличный маринад получился. Так, сковородка нам нужна. Так, я предлагаю противень. Фарш мы отложим. Пока уберем в сторону. Так, даем. Я предлагаю, кстати, немножко подсолнечного масла. А что будешь делать, ты расскажи нам. Я сейчас буду делать соус. Буду делать, так, сливочное масло.
Сейчас мы его растопим и добавим немного муки. Так. Гульнас, расскажи нам, пожалуйста, чем сейчас живет Татарский театр юного зрителя? Какие-то премьеры, может, вот в 2015 году ожидает? А в 2015 году у нас в марте ожидается премьера. Как раз мы над ним сейчас работаем. Спектакль называется «Куркут Бабай». Куркуль Бабай? Куркут. Куркут Бабай. Ага. Да. Этот спектакль готовится специально для фестиваля. Сейчас к нам приехала Флёра Янышева. Она ставит пока бои, танцы. Пока То есть занимаемся этим. В этой постановке даже бои будут? Да. Ну, я сразу заочно желаю достойной премьеры Спасибо. и надеюсь на 2 пригласительных. Обязательно. Так, а тем временем мы отправляем картошку в духовку. Гульнас, помоги мне, пожалуйста. Ну, традиционно на 30 минут. На 30. На 30. Так. Ну, а сейчас мы переходим к соусу. Растопили сливочное масло и добавляем муку. Сколько? Давай ты контролируй, я буду помогать. Давай поменьше. Поменьше. Ага. Чуть-чуть. Сейчас, подожди. Так. Очень ответственный момент. Ага. Чтобы не оставалось комочков. Давай еще. Так. Еще немного. Так, у нас одна часть соуса готова, а ты пока делай тефтельки. Тефтельки? Да. Какого размера? 5 сантиметров диаметром. Вот они, балтатинские тефтели. Так, я знаю, для соуса у нас еще есть сметана с кетчупом. Ага, и сковородочку. Так. Все, хорошо. Теперь мы кладем сметану. Так. Сметанка. Сметаны можно побольше. Да. Я понял, в чем секрет твоих тефтелей. Если даже фарш получился не очень, соус все покроет. Узнаем совсем скоро. Гульнас, расскажи, пожалуйста, какой зритель посещает ваш театр? Наш театр, он и для взрослых, и для маленьких. Для маленьких зрителей у нас вот недавно... Специальные спектакли. Да, у нас недавно состоялась премьера «Айтали Кубаляк». Как раз там я играю роль Апуша, мальчика. Ага. Ты играешь роль мальчика? Да. У меня несколько ролей мальчиков, я их очень люблю. Вот. Также у нас, ну, сейчас для среднего контингента у нас вот Галиабану. Недавно у нас состоялись гастроли в Сабинский район. Так, а для взрослого контингента у нас Нигас Тошлары. У нас очень такой хороший, глубокий спектакль. Так, сметана у нас прокипела. Сейчас добавляем томатную пасту. Можно мне ложечку? Пожалуйста, возьми. Спасибо. Как тебе тефтели? Все правильно? Правильно. Так, добавляем 2 столовые ложки томатной пасты. Это у нас будет ровно 50 грамм. Так. И уже можно кушать. Нет, еще. Соус у нас этот готов. Сейчас добавляем эту часть соуса. То есть сливочное масло с мукой. Да. Итак, сейчас мы доводим соус до готовности и начинаем жарить наши тефтельки. В эфире по-прежнему кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы готовим сегодня замечательные татарские тефтели. И готовим мы сегодня вместе с ведущей актрисой Татарского театра юного зрителя Гульнас Галимуллиной. Гульнас, ты приготовил соус. Да, все. Я сформировал наши тефтели. Сейчас мы их начинаем обжаривать на растительном масле. Пожалуйста. Так, добавляем большое количество масла. Так. Хорошо, у тебя рецепт. Большое количество сметаны, большое количество фарша, большое количество масла. Да. И я знаю, что еще в вашем театре большое количество гастролей. Да. Расскажи, пожалуйста, куда ездите, с каким репертуаром, как принимает зритель? Вот, как я уже говорила, недавно были в Сабах, там со спектаклем «Галиабану». А до этого сентябрь, октябрь, ноябрь мы ездили по военным гарнизонам со спектаклем «Нигас Тошлары». Ну вот реакция военнослужащих на ваш спектакль какая была? Они были очень рады нас видеть, потому что этот наш спектакль «Нигас Тошлары», то есть «Отчий дом», он как раз-таки про родной дом. Некоторые даже говорили, то, что, посмотрев этот спектакль... Они досрочно ушли домой. Нет, им очень понравилось. Они прям вспомнили свой дом,
Некоторые даже плакали, хотели домой. Вот. А мы с собой еще привозили родителей. То есть им выделялся отдельно. родителей? Да. Тех отдельно. солдатов, которые там служат. Да. Им выделялся отдельный автобус. Они вот с нами приезжали, встречали своих детей, смотрели с нами спектакль. Привозили детям еду Да. и все, что они попросили. Слушай, отличная идея. Мне кажется, вашему театру ежегодно эту идею надо продвигать и радовать наших военных хотя бы раз в год. Гульнас, наши тефтели поджарились, подрумянились. И сейчас самое время отправлять их в духовку. Расскажи, как мы это делаем. Так, сначала немного соуса. То есть здесь у нас уже 3-я сковородка участвует. Давай-ка. Так. Прям размазывай. Побольше, да? Держи. Сколько мы держим тефтели в духовке по времени? 15-20 минут. 15-20 минут. Теперь раскладываем тефтельки наши. Слушай, ну так все красиво выглядит. Ай. А ведь еще не забывайте, что нас ждет в духовке гарнир. Беренге. Так, все. Теперь Так. давай сверху соусом. Весь соус. Да, весь соус. Так. Так, все. Мы вот так вот их покрываем. В соусе. Да, И теперь тот самый лавровый лист, который ты мне попросила. 2 штучки. Так. Сюда и сюда. Все, хорошо. Пусть будет и сюда. Горько будет. То есть лишнего не надо. Да. Так, все. Теперь в духовку. Итак, на 25 минут мы отправляем наше первое блюдо – татарские тефтельки. Открывай, Гульнас. Так, осторожно. Ох. Все. А пока готовится наше блюдо номер 1, мы быстренько сделаем очень легкий и популярный салат. Татарский. Тефтели. Говяжий фарш смешали с мелко нашинкованным репчатым луком. Добавили 1 яйцо, приправили специями и хорошенько перемешали. Из полученного фарша сформировали небольшие тефтельки и обжарили на сковороде, смазанной растительным маслом. Далее приготовили соус. В одной сковороде полпачки растопленного сливочного масла смешали с 2 столовыми ложками муки. Во второй сковороде сметану довели до кипения с добавлением 2 столовых ложек томатной пасты. Затем содержимое обеих сковородок смешали так, чтобы получилась однородная масса. Одну часть полученного соуса вылили на дно сковороды, сверху выложили обжаренные тефтели, затем залили их оставшимся соусом и отправили в духовку на 20 минут. Для гарнира картофель нарезали кружочками, добавили измельченный чеснок, молотый базилик, 2 веточки розмарина, приправили солью, полили растительным маслом и оставили мариноваться 15-20 минут. Затем выложили на противень и запекали в духовке 30 минут. Гульнас, расскажи нам, пожалуйста, ингредиенты татарского салата. Так, капуста, копченая говядина, свекла, морковка. И вместо обычной жареной картошки мы используем сегодня чипсы. Современный салат получается из чипсов. Итак, начинаем все это мелко-мелко резать. Кстати, на самом деле, многие, мне кажется, этот салат сейчас по ингредиентам узнали. Ведь он реально очень популярный. Да, в семье у меня его часто готовят на каждый праздник. И часто, наверное, готовишь его ты больше всех. И сестренка. Она у нас любительница делать салатов. Гульнас, я предлагаю вернуться к твоему творчеству и, пользуясь случаем, зрителям телеканала ТНВ раскрою секрет. Совсем скоро на нашем экране появится новый телевизионный сериал под названием «Ок Шешекляр» на татарском языке, в котором принимает участие Гульнас Галимуллина. Гульнас, расскажи мне, пожалуйста, про этот сериал. Этот сериал снят по произведению Габдрахмана Абсалямова «Ок Шешекляр». Я там играю роль Диля Фрус, это медсестра. У нас участвуют такие знаменитые актеры, как Хания Ферхи, Рамиль Тухватуллин, Азгар Шакиров. Ну, вот ты как-то готовилась к этой роли специально? Ходила, не знаю, в больницу, там, разговаривала с врачами? Мне повезло то, что у меня дядя врач и тетя. Вот я с ними посоветовалась, как там делать уколы, как все проверять, пульс, как измерять давление. Я всему этому научилась, хотя это мне не пригодилось. То есть, можно сказать, после этого сериала Гульнас получила медицинское образование? Да. Почти. Сейчас мы нарезаем свеклу и говядину.
тоже Соломкой. соломкой, совершенно верно. Гульназ, для зрителей, которые не знакомы с произведением Акшишекляр, расскажи, пожалуйста, о чем это произведение? Это произведение про работу врачей, также, конечно же, про любовь, про взаимоотношения людей. Также у нас там существуют элементы детектива, когда мой муж расследует смерть пациента. То есть, дорогие друзья, для вас приготовили в одном сериале и детектив, и любовь, и драму, и лучшую игру татарских актеров. Не пропустите совсем скоро на телеканале ТНВ. Ну а сейчас практически все ингредиенты у нас уже нарезаны соломкой. Мы сформируем салат и будем пробовать оба наших блюда. Татарский салат. Все овощи и мясо нарезали тонкой соломкой. Чипсы измельчили руками. На тарелку по кругу в виде небольших горок выложили все ингредиенты. В центр положили майонез. Гульназ, финал нашего кулинарного шоу. И такой красивый, настоящий праздничный стол у нас получился. А рецепты этих блюд и все рецепты нашей программы вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, выкладывайте их фотографии и делитесь своими кулинарными секретами. Гульназ, как ты думаешь, с чего мы начнем? Пока ты думаешь, я напомню, из чего же мы делали салат. Секрет нашего салата в том, что все ингредиенты не смешиваются до тех пор, пока гости не сядут за стол и не возьмут тарелки и со словами «пожалуйста, положите мне салат». То есть здесь у нас вот майонез, и почему мы все-таки не смешиваем это вначале? А у нас картошка должна быть хрустящей. Именно поэтому салат размешивается перед самой подачей. Напоминаю, ингредиенты у нас капуста, отварная говядина, лук, Морковь и свекла. майонез, хорошее настроение, улыбка Гульназ. Салаты готовы, второе ждет. Берем вилку и вперед. Бисмилляхи рахмани рахим. Пробуем мы тефтельки. Но смотрится соусом очень некрасиво. Я сделал такой бутерброд с картошечкой. Внимание, Гульназ, решается твоя кулинарная карьера. Насколько соус может превратить любое блюдо в чудо. Молодец, Гульназ. Также хочется сказать, что тот маринад, который мы сделали для картофеля, но это отдельный шедевр. вообще. Здесь вкусно и мясо, и картошка, ну а салат, если у вас останется еще место после второго. Итак, салат очень легкий, хрустящий и поднимающий настроение. Миша, я заранее хвалю, потому что я его уже пробовал в домашнем исполнении у себя дома. Гульназ, салат у нас получился что надо. В принципе, я ожидал, что мы не сможем испортить эти продукты. Салат витаминный, поэтому всем советую дома сделать. Заправились витаминами и с хорошим настроением будем смотреть новый телевизионный сериал «Акшишекляр» на телеканале ТНВ. А для тебя подарок. Наш партнер Кукмарский завод металлопосуды представляет посуду. Это оригинальное цветовое решение. Первоклассное антипригарное покрытие, толстостенный корпус и съемная ручка для оптимального решения. Так хочется взять эту сковородку в руки и приготовить что-нибудь вкусненькое. Гульназ, еще раз тебе большое спасибо за этих два замечательных кулинарных подарка. А в финале я бы хотел, чтобы ты еще одну песню исполнила для наших зрителей. Конечно. Şut itip sayrıdırla bakşalarda sanduğaçlar sayrağanda oynap gülüp көңіл аш. Yemli dallar arası sayrı bılbıl balası, yemli gül boyu kışlar sayrı gün boyu, yemli dallar arası sayrı bılbıl balası, yemli gül boyu kışlar sayrı gün boyu. Гульназ Галимуллина и я, Руслан Шарапутдинов, говорю вам до новых встреч. Смотрите нас каждую неделю. Это была программа «Секреты татарской кухни». Люди Рахмет. Молодец.